Коневодческие хозяйства Хангаласского района пережили тяжелую зимовку. Там неоднократно фиксировали падеж лошадей. В связи с этим процедуру витаминизации перед летним сезоном нынче проводят за счет средств из бюджета района. Таким образом, администрация решила поддержать свои крупные хозяйства. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Хаксы» Костела-Техтюр занимаются как разведением крупного рогатого скота, так и лошадей. До зимовки количество лошадей составляло 140 голов. В течение этой зимы 20 особей погибло. Причиной падежа председатель кооператива Тамара Осипова называет прошлогодние неблагоприятные погодные условия. Летняя засуха сменилась долгими проливными дождями, что повлияло на качество корма для лошадей. Если ранее подкормка начиналась в феврале месяце и за счет собственных кормов, то нынче лошадей начали подкармливать уже в ноябре. К тому же пришлось заказывать дополнительно 30 тонн корма из Амурской области. Привозили у нас с Амурской области, 30 тонн заказали, 7 тонн сенажа и 23 тонн сена уже на сегодняшний день привезли. За корма мы сами оплатили, а вот доставку оплатили Министерство сельского хозяйства. Всего в районе было зафиксировано 125 случаев падежа в коневодческих хозяйствах. Больше всех пострадали СХПК «Тит-Ары» и конезавод «Берте». Администрация района решила поддержать свои крупные хозяйства в этот сложный период и выделила из своего бюджета 234 тысячи рублей на витаминизацию лошадей в весенний период. Ранее эта процедура осуществлялась на средства самих хозяйств. Были закуплены внутримышечные инъекции тривитамин и тетравит и брикетированная минеральная соль. Это купили через ветуправление УЛУСа, витамины тривит и тетравит и минеральную соль, брикетированную минеральную соль. На 2000 голов выделили бесплатно это крупным хозяйствам УЛУСа и крестьянско-фермерским хозяйствам по заявкам. Сложная зима позади. Сейчас коневодческим хозяйствам необходимо восполнить потери, учесть все факторы, влияющие на успешную зимовку, и не допустить новых случаев падежа, так как помощь района в нынешней процедуре витаминизации носит разовый характер и на будущий год не предусмотрена. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.